мои и любимые канарцы. Вот и подходит к концу наш третий проект званого ужина. И сегодня наша четвертая участница. Итак, знакомься, Маргарита Филимоновна. И сегодня она сейчас будет набирать продукты в эту красивую тележку, согласно ее списка, для того, чтобы приготовить званый ужин и встречать своих гостей. В магазине «Планета». Да, в магазине «Планета». Маргарита Филимоновна, у вас тут список хороший. С чего мы начинаем? Мне, конечно, в первую очередь хочется все-таки свое чувашское набрать, чтобы без всяких примесей, чтобы было все такое экологически чистое. Ну, давайте с изюма возьмем. Так, вот. Я чувствую, что это для чего-то хорошего, сладкого, наверняка. Да, да. Лучок зеленый я возьму, лучок. Да, зелень обязательно нужна. Да, потому что весна. Весна, тем более. Да. Дальше. Так, помидоры возьмем. Сейчас пока ложим сюда. Да, пока ложим. Чеснок отправляем. Очищенный? Да. Угу. Все, хватит одну упаковку? Хватит, мне кажется. Ну, все, отправляем в корзинку. И поехали вперед. Морковь здесь. Свежая уже. У меня только взошла, а тут уже она выросла. Ложу. Так, мне здесь надо куриную грудку. Вот как раз лежит куриная грудка, да? Ну, как я точно попала. Куриная грудка. Все, положили в корзину. Так, вот сладко-сливочное крестьянское масло, наше, чувашское. Беру сметану. Давайте. Для полного счастья, для красоты сметану. Так, сыр. Вот российский как раз. Ну, вот такой объем нам достаточно. Так, отделы крупы. Тут нам нужна манная крупа для запекания. Запеканка. Вот как раз мне вот этот объем хватит. Так, в этом отделе нам нужно масло. Растительное масло. Растительное масло, да. Оливкового. Оливковое, да, вот это. Полетело. Все, в нашу корзину. Маргарита Филимоновна затарила для своего званого ужина. И сейчас она пойдет домой готовить званый ужин из этих продуктов. Дорогие канарцы, вот мы и подходим к финальному завершению нашего званого ужина. И сегодня наша финальная участница под номером 4, всеми уважаемая, всеми любимая, авторитетнейшая женщина города, человек города, Маргарита Филимоновна. И вот сегодня она нам продемонстрирует свое кулинарное искусство, так скажем. Она нам сейчас покажет, из чего она будет готовить свои блюда. А во-первых, она нас познакомит со своим меню. Итак, Маргарита Филимоновна, чем вы будете удивлять своих гостей? Что вы им приготовили? Сногсшибательное. Здравствуйте, дорогие канашцы. Очень, конечно, волнительно, когда в твой дом приходит целый город. У меня меню очень легкое, потому что мы не любим слишком заморачивать. Поэтому на первое у меня салат. Это морковный. Туда добавляется изюм, орехи, чеснок и сметана. Хорошо. Сыр. Вот. Второе у меня наше национальное блюдо. Я родом из Башкирии, поэтому это наше семейное. Суп с домашней лапшой с курицей. Всеми любимый суп. И полезный, кстати. И полезный, и легкий. И легкий, да? Да. Потом у меня идет, опять-таки, тоже любимый с детства моих детей. У меня 2 дочери. Вот. Запеканка с творогом. Туда тоже добавляется изюм, тоже сметана. Ну, панировочные сухари немножечко там и все. У каждой хозяйки свой рецепт приготовления творог запеканки. Ну что, Маргарита Филимоновна, начинаем мы с чего? Мы начинаем с салата. Ну, Маргарита Филимоновна, давайте. Сюда мы добавляем размоченный изюм. Вот. Без косточек изюм. Вот он. Орехи. Вот орехи мы фундук натолкали, вот, да, тоже добавляем. И отправляем вслед за изюмом. Так, все. Следующий у нас компонент сыр. Сыр, наверное, сверху для украшения, да, положим? Тогда нам теперь только перемешать, добавить чеснок сюда. еще добавить. Все. Вот у нас чеснок. Чеснок очень тоже любим, да. Салат чем? Мы заправляем его сметаной. Да. Ну и мы его сверху потом положим. Ну давайте первые блюда наши кладем. Так. Одна, вторая. И четвертая. Вот она у нас все. Так. Завершающий штрих это будет ну, посыпем вот так сыр. тертым на мелкой терке сыр.
салата из моркови под названием Витаминный. витаминный салат. Потому что Так, сейчас вот весна, здесь, а здесь, витаминоз говорят. Тут вот все такое вот Всё. наше. Все. С первым заданием мы справились. Сейчас Маргарита Филимоновна нам расскажет, из чего состоит ее домашний суп, домашняя лапша, как она ее приготовила. Может, у нее какой-то секрет есть? Мы сейчас посмотрим. Итак, я вижу здесь курица. Да, вода закипает, я кладу курицу. Да. Варю где-то полчаса. Пока варится у нас мясо курицы, мы почистили вот картошку. Сейчас его нарежем. Не все любят, во-первых, картошку кушать Да, в супе, не да. все любят. Поэтому чем мельче, тем лучше, мне кажется. И тем более домашняя лапша, это все-таки лапша, где картофель должно быть Минимум. Мгм. Так, Маргарита Филимоновна, а может я пока, наверное, буду натирать морковь, что ли? Ну, давайте, ага, чтобы времени не тратить. Так. Большое вам спасибо, конечно, Ой, за помощь. красота. Я приехала учиться в Чувашский государственный университет. Это было в далеком 77 году. Захотела пойти записаться в танцевальный кружок. Вот. И я пошла первый же день в танцевальный ансамбль «Сарбиге». Я к ним пошла, и в первый же день я познакомилась со своим будущим супругом. Маргарита Филимоновна, я вам покрошила лук. Ага, очень Старалась хорошо. очень мелко. Да. Вот. Ну и отправляем. Ну, отправляем суп. Так как у нас домашняя лапша, а сейчас она нам покажет, как готовится эта лапша. Что входит в состав ее домашней лапши. Это, конечно, самый основной ингредиент, как говорится, это яйцо, куриное яйцо. Обязательно только на яйце делается это. Без грамма воды. Да, без А воды. почему, Маргарита Филимоновна? Потому что оно, во-первых, бульону придает очень вкус хороший. Не разваривается. Соль добавляем. Вот соль немножечко. И пускаем муку. Все, больше ничего. Вот оно сейчас немножечко, я ее сделала, вот такой вот Это колобочек. у вас пока один кружок. А для того, чтобы приготовить домашнюю лапшу, таких кружочков сделано штук 5 уже. Мгм, да. И отправляем ее сушить. Ну и последняя овощная. Добавка Добавка. в наш куриный бульон – это морковь. Вот тоже, опять-таки, чем мельче, тем лучше. Вот оно будет красиво смотреться в бульоне. Мы ее отправляем в бульон. Ой, такой аромат здесь у нас. Ой, у меня прям уже слюни текут. Раскатали, порезали, посушили Ага, и и нарезали. нарезали. Тонко-тонко. Нож должен быть очень острым. Последний штрих к нашему первому блюду, к нашему основному блюду – это домашняя лапша. Самая изюминка. Мой партнер по танцу Володя, он уже был студентом 5-го курса. А он учился по направлению от вагоноремонтного завода. Вот. И, естественно, раз он по направлению учился, то после окончания его сюда Сюда и направили. и направили. Мы, когда приехали, нам сразу дали двухкомнатную квартиру. Для запеканки, естественно, основное блюдо – это у нас творог. Творог собственного производства, да. Наш любимый основное блюдо. Так, я это убираю. Так, потом туда кладем яйцо. Яйцо я кладу 2 штуки, чтобы оно было лучше. И цвет придает еще желтый, приятный цвет. Вот. Так. Обязательно сахар. Обязательно сахар. Сахара не жалеем, потому что дети любят сладкое. Детское же оно. А запеканку я забыла сказать. Оно называется запеканка из детства. Потому что вот на самом деле из детства. Вот. Добавляем ванилин. Вот немножечко, немного, не надо лишнее. Тоже чуть-чуть только. Потом на кончике ножа пищевую соду кладем. Это для пышности. Для пышности. Вот так. Ой, слышно, И, конечно же, изюм. изюм обязательно, да, кладем. Вот изюм. И добавляем соль еще немножечко обязательно. Тоже на кончике ножа. Да, нет, не лишний, чтобы так, вот, чуть-чуть. Чуть-чуть. Ой, вот она наша Вот. красавица. Ага, такая вот получилась у меня. Запеканка из детства, домашняя. Ну вот наша запеканка Готово? детская. Звоночек из прошлого, из детского нашего. Готово. Уже мы ее уложили в тарелочки. И у вас какой-то еще штрих. Так, Дополнение штрих какое? обязательно сметана. Опять-таки свое домашнее. На по полложке хватит. Вот. И сейчас самое время Встречать гостей. Пошли встречать гостей. Так, о, у нас
Кто у нас в гостях? Ольга. Добро пожаловать, раз к нам в гости пришли. Щипай, окунай в соль. Голубого неба, чистого-чистого. И всего самого доброго вашему дому. А это от меня вам небольшой подарочек Спасибо. на вашу Спасибо. кухонку. Так, уже прозвенел звонок. Наверное, второй гость уже идет к вам, Маргарита Фильмовна. Давайте давайте, открывай дверь. Вот наша Добрый участница. день. Анюта пришла. Добрый вечер уже. Что это? Так, Наш чувашский обычай всегда дорогих гостей принимать Добро с пожаловать. хлебом, с солью и с домашним национальным напитком. Мы сейчас будем встречать третьего гостя. Нашего мужчину, красивого. Колю Михайлова. Да, он нам очень нравится. Где наш О, мужчина? О, Заходите, добрый пожалуйста. вечер. Добрый вечер. Добро пожаловать, Коля. Спасибо за Уютный приглашение. Спасибо за приглашение. Даниловых. Семью Даниловых. Так, Обычай начинаем. чувашский. Вначале цветочек я Правильно, Так, правильно. спасибо. Вручу. Давайте. Спасибо. Ну, а потом начинаем с хлеба, Обычай наш с чувашский. солью и напиток. И наш домашний напиток. Могу? Что интересно. Нет, нет. Какой свой вам национальный Нет, это напиток. безалкогольный квас. В руках у меня очень интересное меню на сегодняшний день, на сегодняшний званый ужин. Маргарита Данилова очень творчески тоже подошла к этому. Первый у нас морковный салат. Ну, ингредиенты: морковка, сыр тертый, чесночок, масло, соль. Классика. На второй у нас суп куриный с домашней лапшой. Ну, ингредиенты: курочка, морковка, картошка, лук, лапша. Посмотрим, какая Маргарита Филимоновна у нас хозяйка. Попробуем. Домашняя лапша тоже, суп. В принципе, готовят, я думаю, всегда дома. На десерт сегодня нам предлагают творожную запеканку. Творожная запеканка, творог, изюм. Ну, такого нового здесь ничего, конечно, нету. Но, в принципе, каждая хозяйка как подойдет творчески к этому моменту, у нее может получиться даже из простых продуктов очень замечательное блюдо. Будем кушать творожную запеканку и запивать ее вкусным башкирским чаем. Познакомилась с меню. Салат у нас морковный на закуску, суп куриный с домашней лапшой и творожная запеканка. Ну, вообще, меню, конечно, не впечатляет. Это как обычная еда обычного дня, так скажем, да. На званый ужин, конечно, не особо тянет. Вот. Ну, Маргарита у нас девушка с выдумкой. Морковный салат. Значит, ну, морковь, сыр, чеснок, масло, соль. Ну, обычные эти продукты. Знакомый салат. Дальше вот идет под номер 2 суп куриный с домашней лапшой. Да, ну, продукты, конечно, тоже обычные. Тут курица, морковь, картофель, лук репчатый, лапша. Вот единственное, что лапша домашняя, значит, привлекает. Дальше под номер 3 творожная запеканка. Ну, творог, яйцо, изюм. Так, сахар, вот ванилин так для аромата, сливочное масло, сметана. Ну, ничего нового. Поедим, оценим. Вот мое первое блюдо. Это салат морковный, Под названием витамин. витаминный, весенний. Здорово. С очень красивыми компонентами. Пожалуйста. Чесночком. Чесночком, да, заметили, правильно. Супница. О, Здорово. бурные Филимоновна аплодисменты. приготовила вам Так, домашнюю лапшу. Да, Раньше такие были. суповница. Да, суповница. Как красиво.
санатории отдыхала, и вот научили вязать. Бабушки с лялечки научили вот вязать. А этот нам как приз за лучший бальный танец подарили нам это в этом Валикова. Да, Валикова был первый конкурс бальных танцев в нашем Всем ансамбле. участникам по самовару? Нет, только руководитель. Тяжелый, наверное, да? Да, такой. Ну что, дорогие мои зрители, наши участницы нашего проекта попробовали салат витаминный. По моему мнению, мне кажется, им очень понравился. Испробовали они домашнюю лапшу, приготовленную заботливыми руками Маргариты Филимоновны. Мне кажется, они остались довольны. Ну а сейчас перед десертом, как правило, у нас развлечение. Какое же развлечение приготовила Маргарита Филимоновна для своих гостей, сейчас мы это увидим. В некотором царстве, в российском государстве, жил-был принц. И был у него верный конь. А навстречу им принцесса. Девочка-студентка, сладкая конфетка, милый голосок, звонкая монетка, птичка перелетная, девочка-студентка, глазками стреляет метко. И только хотел поцеловать он принцессу, вдруг разверглись небеса, тучи стали гуще, и появился он, злодей Кощей! И завязался бой не на жизнь, а на смерть. И пристрелил Кощея в голову и убежал в далекие края. А вот и наш фирменный чай, специально приготовленный Маргаритой Филимоновной. Пожалуйста. Самое основное здесь то, что это душица. Липовый цвет, зверобой, листья мяты, листья малины, листья черной смородины и, конечно же, шиповник. Шиповник, естественно, наш чувашский. Вот действительно, травяные да. чаи, какие же они полезные. Малина, Мята и смородина. чабрец очень сильно дает запах. Очень ароматный Мне кажется, чай. зверобоем хорошо пахнет. Вот. Очень Зверобой там ароматный чай. чуть-чуть. Кулачок, Коля. А теперь поворот и хлопок. И пошли. 3. Раз, два, 3. Раз, два, 3. Раз, два, 3. Хлопаем. Поклон. Раз, два. Вот и закончился сегодняшний вечер. То, что я, конечно, запланировала, может быть, даже не полностью получилось, потому что девчонки, у кого-то нога болит, что-то не совсем получилось, но так полностью я вроде удовлетворена своей вот этой задумкой, что я запланировала. Меню у меня все хорошо вроде получилось. Если взять вообще полностью вот этот третий этап званого ужина, здорово. Я боялась почему-то вначале, что что-то не так получится. Аня, она очень умеет готовить, и вот само соотношение одни овощи с другими, она очень хорошо в этом разбирается. Поэтому, наверное, где-то не больше 70 поставит. Сегодняшний вечер мне очень понравился. Чувствуется, что Маргарита очень старалась, да. Интересные приглашения, специально разработанные, да. Потом меню. Единственное, вот у меня есть замечание по поводу национального танца, там, песни, да. Я вот сама очень не люблю современные чувашские песни, потому что они с очень сильно русским акцентом идут. Тоже такие вот небольшие тонкости по поводу танца, да, которые мы разучивали, там тоже чувашского очень-очень мало. Насчет блюд, как я и ожидала, блюда, конечно, оказались очень простыми, то, что мы каждый день едим за столом. На званый ужин, конечно, такие блюда не тянут. Но делались они очень вкусно,
прям вот старательно, да. Салатик мне не хватило немножко сладенького, я добавила мед, и мед отлично дополнил вкус. И вот и морковку бы я, конечно, на крупной терке натерла, а не на мелкой, как сделала Маргарита. Но это опять же дело вкуса. Вообще в целом подход к вечеру был очень такой здоровский, да, с выдумкой, с изюминкой. Маргарита волновалась, но она очень постаралась, чтобы мы не скучали. Большое спасибо. Получила массу новых эмоций. Особенно понравилось рассматривать старые фотографии города Канаш. За ваши старания вам вот такая вот оценка. Ну, Николай, возможно, может быть, 80 поставит. Он же мужчина, может быть, не знаю. Блюда были простые, обычные для нас, по крайней мере. То, что самое, и салат морковный, и обычный салат. Вкусный, с удовольствием поел. Суп-лапша. Очень, значит, вкус домашней лапши приукрасил это блюдо. Съел я с удовольствием. Значит, на десерт был творожник с чаем. В дружеской беседе за чашкой чая с творожник прошел очень даже неплохо. Я и все гости были довольны. Вот, оценку я ставлю вот такую. Я думаю, что мне Ольга поставит, наверное, где-то 80 баллов. Все-таки она очень разбирается в сервировке. Нам подали салатик с морковкой. Ну, вкусный салатик. Морковка – это вообще полезная очень культура из овощей. Я дома часто такой салатик делаю. Ну, как бы, в принципе, не удивили, но вкусно, было очень съедобно. На второй нам подали домашнюю лапшу из курочки. Да, такой супчик я тоже очень люблю. Порадовало то, что лапша домашняя была сделана вручную. Суп был вкусный, я его съела. Да, большое спасибо, Маргарита, за суп. На десерт была творожная запеканка и безумно вкусный башкирский чай. Чай башкирский был реально очень вкусный. Я выпила 2 кружки, но вот эту запеканку я не съела. Хотя творог я очень люблю. Что касаемо развлечений, развлечения были все идеальные. Вот сегодня у нас все как-то, да, так повеселили, все это было, можно сказать, экспромтом. Я вам хочу сказать большое спасибо за сегодняшний вечер. Все прошло очень хорошо, на легкой позитивной волне. Ваши переживания были абсолютно беспочвены. Мы все остались в хорошем настроении, с полными желудками. И за это я вам хочу сказать большое спасибо и поставить, я думаю, что хорошую оценку 90 баллов. Дорогие канашцы, вот и подходит к концу наш званый ужин номер 3. Все участники, которых вы видели на протяжении месяца, представляли свою программу, свое кулинарное меню и соревновались между собой в гостеприимстве, в приготовлении блюд и, соответственно, в том, чтобы завоевать ваши симпатии, ваши улыбки, ваши комментарии в социальных сетях. Дорогие канашцы, жалко прощаться с нашим проектом, но все время все-таки идет, и мы не останавливаемся на достигнутом, будем продолжать и дальше эти проекты. Очень хочется, чтобы побольше было желающих принять участие в этом проекте. А я пока прощаюсь с вами. До новых встреч. Всего хорошего.